Тайны эпоса Джангар. Белый Бодхисаттва. Изучая самые разные культурные пласты, сокрытые в великом калмыцком эпосе, мы обычно не обращаем внимания на этимологию имени хана Джангара или принимаем ее как аксиому. Доминирующей сегодня версией происхождения имени этого героя является версия, предложенная академиком Борисом Яковлевичем Владимирцевым, согласно которой Джангар — это персидский титул Джехангир, завоеватель мира. Академик Козин, однако, опровергал это предположение, считая, что оно несостоятельно. Есть версия, что имя Джангар происходит от монгольского слова джингных, калмыцкое джингхэ — звенеть. Глагол джингхэ происходит от звукоподражания джинг-джинг, которым в наших языках описывает звук небольших металлических предметов. Не знаю, кто такое придумал, но по правилам калмыцкой грамматики оно бы звучало как джингныр, но точно не джангар. Подтверждением этому может быть абсолютное отсутствие в макталах восхваления хану Джангару слова джингнхэ. Нет его и в эпитетах хана. Откуда же появилось имя Джангар? Подсказку дает известный российский фольклорист Неклюдов. В своем труде «Героический эпос монгольских народов» он пишет, что Джангар происходит от тибетского Джанрайсек, что переводится как «взирающий очами». Джанрайсек — это монгольское прочтение тибетского эквивалента санскритского имени Бодхисаттвы Авалокитешвары. В переводе с санскрита Авалокитешвара означает «владыка, милостиво взирающий на существ». В северном буддизме Махаяны Авалокитешвара считается воплощением бесконечного сострадания всех Будд. Видя страдания живых существ, он не уходит в нирвану, а пребывает с нами, спасая всех чувствующих существ от оков сансары. Однако тибетское Джанрайсек на калмыцком звучит как Джангринзек. Вот это слово, сохраненное верующими калмыцкими бабушками в старинной молитве. Менгынзева дерсын Джангринзе, римбу чимбу бамбу джамбу ян, ганчин кевя зуджин зунква, лузын кергвя солван солванде. В действительности, эти непонятные для знатоков калмыцкого языка слова сильно искаженная известная тибетская молитва Мигзым, посвященная Ламе Цонкапе, в первой строчке которой говорится слово Авалокитешвара, Ченрезик, или в монгольском прочтении Джанрайсек. Это имя и не до конца совпадает с именем хана Джангара из нашего эпоса. Что ж, настало время предложить свою версию происхождения этого имени. Мы считаем, что Джангар происходит от тибетского слова Джангар, сокращение от слова Джансек Карпо, белый Бодхисаттва. В тибетском языке Бодхисаттва обозначается словами Джанчуп Сэмпа, которое может быть сокращено до Джангсэм или просто Джанг. А слово Гар или на тибетском Кар переводится как белый. В буддизме Махаяны белый цвет выражает совершенную чистоту, непорочность, святость. Здесь в пользу нашей версии может говорить и эпитет хана Джангара, Богдо, который сходит к сагдийской форме слова Будда, Бугда. Нина Михайловна Мулаева в своей статье «Семантика и сочетаемость лексемы Богдо на материале калмыцкого героического эпоса Джангар» пишет так. Батгаев отмечает, что некоторые буддийские термины в эпосе являются вторичными номинациями, например, термин «геген», который употребляется в составе выражения «богдо-геген», один из высших санов буддийского духовенства, теонимов, имен буддийских божеств. Религиозное происхождение титула эпитета Богды подтверждают и другие источники. Так, например, в работе Болт-Баттера указано, что Богде — это собственное имя Будды, основателя буддизма. Как показывают письменные источники буддизма у уйгуров в X и XI веках, имя Будды обозначалось как Бугда. Собственно, слово Богде значительно позднее проникло в монгольский язык. Но насколько текст эпоса подтверждает эту версию? В песнях эпоса Джангар не такой уж и воинственный персонаж, да и не является сильнейшим воином своей страны, что, однако, не умаляет его боевых качеств. Вместе с тем, его богатыри следуют за ним, так как они понимают, что он идеальный правитель. В его стране никто не умирает, непрерывно находясь в возрасте 25 лет. На калмыцком «Үргүлжды хырынтавын насни дүрэр бэдик», а умерших он воскрешает. «Евря күйіне угагы цугараги нямдрылятавба», и своих, и чужих всех воскресил. Разве это не прямое указание на сострадательность хана? Кстати, когда ханы других стран требуют от Джангара подчиниться, то в большинстве случаев он соглашается, дабы избежать кровопролития. То есть сострадательный аспект неизменно присутствует в его действиях. О Джангаре есть и такие слова.
в эпосе. «Дордын долан урни зюдын болсын» стал сновидением для 7 нижних миров адов. В одной из буддийских легенд Авалокитешвара спускается в миры адов и спасает из них существ. И Джангар, как воплощение Авалокитешвары, сновидение, мечта для существ адов. Джангар также способен подняться на небеса. В главе о победе над Кюрюль-Эрне-ханом Джангар отправляется на небеса, побеждает небесного хана Кюрюль-Эрне и утверждает там мир. Интересно, но хан Джангар – источник вечной жизни жителей страны Северная Бумба. В этой же главе, после долгого отсутствия на земле, он возвращается на родину, где его жена Шавдул-Хатун уже стала седой старухой. Джангар с самим своим присутствием в Бумбе утверждает победу над смертью, и постаревшие люди молодеют. О Джангаре еще говорится «Үзислинте джиндаманин хаюлеген» – воплощение прекрасного Чинтамани. Чинтамани – магический камень, исполняющий желания. Он имеет свойство давать своему владельцу все, что он не пожелает. Монгольские буддийские тексты так описывают камень Чинтамани. Чинтамани эрнин нәмін үнсікті, тавын өңін геріл цыцырсын, халун сақты сүрін, кейтін сақты дулан болуна. Тірі эрне бәсін газарты өйчин болун сак бишін өкіл эссе болхы, алле күссіге сидигі йосар гархы. В переводе эти слова будут звучать так. Драгоценность Чинтамани имеет 8 граней, источает свет 5 цветов. В зной дарует прохладу, а в холод тепло. В местности, где находится эта драгоценность, не бывает болезней и преждевременных смертей, а все, что пожелаешь, появляется спонтанно. Бодхисаттва Авалокитешвара держит в руках этот Чинтамани. На большой государственной печати Далай-ламы, кстати, написано «воплощение Чинтамани», а сами Далай-ламы, кстати, воплощение Бодхисаттвы Авалокитешвары, как и хан Джангар. Внешность Джангара описывается так. Дельгарсын нарвын тавни сарыметемелмезде суудык. Светится подобно полной луне 15-го дня. Одно из самых популярных восхвалений Авалокитешвары на калмыцком языке звучит так. Гем эсе хальцын сарин энгасаган. Белый луноподобный лик, не имеющий изъянов. Замечаете это необыкновенное сходство в описании? Это еще не все. Дальше так. Сарбылзыкче дөрүн мөче, сарул саяхан чейже, эрке боре зюркын, элди волан голын, эркебише нуган деркин геген элькерын теврин сексын. Если перевести эти слова, то они таковы. Быстрые руки и ноги его, широкую светлую лунную грудь, могучее серое сердце, прекрасную основу жизни, непременно зеленая тара своей печенью обняв оберегает. Это описание связывает Джангара с зеленой тарой, и этому есть невероятное объяснение. Наши предки знали, как оставить нам самые лучшие указания. Во-первых, Тара, согласно буддийским легендам, родилась из слезы Авалокитешвары. Во-вторых, Тара живет в чистой земле Авалокитешвары, называемой Потала. В-третьих, выражение «обняв печенью» указывает на высшую тантру, где божества предстают саитий, соединении двух начал. Мужское божество в данной интерпретации выражает сострадание и метод. Женское божество выражает пространственную природу и мудрость. По-тибетски это называется Ябьюм – отец-мать. Это еще одно указание на то, что Джангар – воплощение Авалокитешвары. Вместе с тем, хан Шалва Шавдул, жена Джангара, не является воплощением зеленой тары, ведь хан Джангар – земное воплощение Бодхисаттвы, которого в земной жизни сопровождает земная женщина. А там, в чистых сферах, удаленных от мирских страстей, сущность Джангара, Авалокитешвара, связан с божеством Тарой. Один из эпитетов Авалокитешвары – Бхрикути, свирепоокий. Удивительно, но его перевод «Докшинутте» – один из эпитетов хана Джангара. Сложно предположить, что наши предки специально своровали эпитет Авалокитешвары для своего любимого героя Джангара. Равно как и то, что они могли придумать его без культурного влияния буддийской Индии. Вообще, тема эпитетов у героев эпоса нуждается в отдельном изучении. О том, что Джангар занимается буддийской практикой, говорят такие слова «Ардасын халяхынь». Если смотреть сзади на Джангара, то словно растущий сандал, покачиваясь, сидит. Когда человек погружен в медитацию или практикует тайную мантру, то он покачивается, словно дерево, под легким ветром. Если не верите, сходите в Хорул на утренний молебен и посмотрите, как сидят наши монахи. В завершении хотим привести самый веский аргумент. В репертуаре величайшего джангарчи 20 века во всем мире, Джавын-Джуны из синьцзянского Хоусейра, есть так называемое приложение к основному тексту. В нем, между прочим, есть такие слова «Шарин шадже токтаксын шакьямуни бурхан бакшин номин зюркын, үйінде жаңрахни нерін бәне».
Жөнже маға гümді гар, зогва санықже олажан, түгжа жанжы елзек, жангының загыл чаксалло. 4 последние строчки никак невозможно понять на калмыцком языке, ведь слова в них в действительности не калмыцкие, а тибетские. И это восхваление Авлокитешвары. Его перевод на наш родной язык Джангарчи Джуна приводит следом. Тачангу мусит клиги, тывчысын бурхныгы, түргүн дээран бумбулын шүчче, евелта тингыр цаган гегегар, эмтын хамгеге гелексин ария валды мürгмü. Из этих слов становится понятно, что те из наших собратьев, кто ушел в 1771 году, до сих пор почитает Джангара как воплощение Авлокитешвары. Почему этот очевидный факт не могут принять наши земляки, совершенно непонятно. Кстати, лично я глубоко убежден в том, что Джангар не выдумка предков. Для нас, современным Богдо-Джангаром, воплощением Авлокитешвары является его святейшество Далай-лама XIV. Вот кто истинный Джангар, не бросающий наш народ много столетий, молящийся и переживающий за нас в стране, окруженной снежными горами, являющийся бессмертной вереницей рождений, побеждая смерть и невзгоды. Вот кого воспевали наши предки, как воплощение Чинтамани, кому обращали свои чаяния и надежды. И пусть так будет вечно. Омсян Амулынг Болтха. Ачир Тербатаев, Хальмык Келин Үрджилтин Төф. Уважаемые зрители, Кынте Халягачныр, подписывайтесь на канал Центра развития калмыцкого языка, делитесь видео, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии, ведь эти видео мы записываем для вас. И для нас очень важны ваши отзывы. Танрига Кындылдык, Хальмык Келин Үрджилтин Төф.